Доброе утро, дорогие телезрители! С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Начинаем новый рабочий день. Как всегда, расскажем все самое интересное. Сегодня поговорим о братьях наших меньших, как о них правильно заботиться. Сделаем утреннюю зарядку, поговорим, какие сегодня важные даты и события. Встретимся с интересными людьми. И самое главное, сегодня у нас для вас маленький сюрприз. Кто-то станет обладателем 2 замечательных билетов. Да, и мы напоминаем, что разыгрывать мы дарить их будем в телеграм-канале «Утро Якутии», а вопрос будет озвучен в течение прямого эфира уже буквально через несколько минут. Поэтому будьте внимательны, следите за нашим эфиром, и первый правильно ответивший у нас получит вот эти замечательные подарки. Да, потому что напоминаю, что ответы должны быть полными, самый полный и правильный ответ станет обладателем, получается, таких замечательных билетов. И также напоминаем, что в нашем телеграм-канале всегда последние новости, самые интересные сюжеты, анонсы, кстати, о сегодняшних билетах тоже уже рассказали. Так что нужно быть внимательнее, подписывайтесь и будьте в курсе последних новостей. Ну а прямо сейчас самая волнующая новость в холода – это, конечно, прогноз погоды. Итак, в центральных районах минус 36, минус 44, в заречной группе 43-50 ниже 0. В южных 16-17 с знаком минус. В Вилюйской группе 18-28 градусов холода, в Нижнеленских минус 34, минус 38 градусов. На западе минус 14, минус 17, в Колымо-Идигирской группе Улусов 19-42 ниже 0, в Янских минус 28, минус 48. На северо-западе 34-44 градуса мороза. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 40 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем в столице преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, ну а температура минус 37, минус 39. Ну все, зима наступила. Зима наступила уже давно. Нет, ну, понимаешь, зима в Якутске в минус 30 – это еще не зима. Это еще так. Можно в капронках побегать и в юбке, и вполне себе хорошо. А вот в минус 40 уже, конечно, ты ощущаешь и понимаешь, что уже одеваться нужно теплее, следить за тем, не является ли активный день, что можно или нельзя отправить ребенка в школу. Тоже нужно не забывать. Поэтому, ну и как-то немножко грустно становится. Ну, вообще, наверное, надо отметить, что мы, может быть, одни из тех людей, кто раньше других, ну, большинства людей идет на работу где-то в 5 утра, да, вот, и, соответственно, на себе мы уже даже так проверяем примерно. Ну, сегодня действительно очень так уже... Ну, морозно, да. Мы отвыкли уже от этого. Да, пробежаться даже до соседнего здания будет так, ощутимо, скажем. Ну, вообще, есть такая цитата: «Как утро начнешь, так и день проведешь». С чего вдруг перешли к цитатам? Ну, вообще, я ищу свое вдохновение, на самом деле. Занимательно. Вдохновение – это состояние, когда вы чувствуете прилив творческих сил и готовы создать что-то новое, интересное. Но как найти вдохновение на целый день? Вопрос, конечно, интересный и занимательный, для каждого свой. Ну, некоторые рекомендуют медитацию, она помогает расслабиться и очистить ум от ненужных мыслей. Она также может помочь вам получить новые идеи и в том числе вдохновение. Да, неплохой совет. Или можно начать свой день с физической активности, зарядки, например. Всем доброе утро! Сегодня мы будем с вами заниматься с мячом. Первое упражнение – отстройка. Уходим вниз, подкрутив себя и обхватив себя за колено, с круглой спинкой, позвонок за позвонком. Это нужно для того, чтобы мы не травмировали нашу поясницу и позвонки. Далее отстраиваем мячик на уровень тазобедренного сустава. Постановка ног широкая. У нас будет с вами подъем вверх, ягодичный мостик, и уводим с прямыми руками мяч за голову, уводя его точно на пол. Возвращаем, опускаем на тазобедренный сустав и уходим в нижнюю точку. Для усложнения вы можете добавить подъем стопы на пяточку. Поехали. Выдох и возвращаемся. Выдох и возвращаемся. Подъем ягодицы и сжатие верхней точки. Работаем здесь 20 подъемов. Опускаем аккуратно вниз таз и завершаем упражнение. Следующее упражнение, которое мы будем с вами выполнять, оно также выполняется в положении лежа. Мы будем работать с вами 20 раз на каждую ногу в подъеме бедра.
Мячик отстраивать будем верхнюю точку, как будто пытаемся его бросить в потолок. Как это упражнение выглядит в динамике, я сейчас покажу. Вверх, выброс, опустили бедро. Вверх, выброс, опустили бедро. Таких будет 20 подъемов на каждую ногу. Вес тела концентрируем на пяточке опорной ноги. Нога, которая свободная, натягиваем и вытягиваем стопу в утюжок. Вверх, бросок. Выдох. 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 20 подъемов на каждую ногу. В верхней точке у нас идет сжатие ягодицы опорной ноги. Закончили и смена. Все то же самое на другую ногу. И следующее упражнение, завершающее в этом комплексе, упражнение на мышцы живота. Что мы с вами будем делать? Расстановка ног у нас с вами будет широкая на ширине плеч. Мы с вами будем уходить в верхнюю точку с круглой спиной, позвонок за позвонком, вытягиваться в верхней точке, уводить ручки в центр и уходить с круглой спиной вниз в исходное положение. В верхней точке выдох, выдох, выдох. 20 подъемов. Это несложно. Укрепляем мышцы кора. Уходим вниз и завершаем комплекс. Убираем мячик, прижимаем бедро к животу и отдыхаем в этом положении некоторое время, от 15 до 20 секунд. Ну что ж, я всем желаю солнечного, бодрого дня и отличного настроения. Да, солнечный день был бы сейчас кстати, но хотя бы солнечная улыбка тоже не помешает. По-моему, наши ведущие зарядки отличные, это получается. Да, но вообще, даже если, кто живет в Якутске, знает, что если вы даже в лютый мороз, в туман хотите увидеть солнышко, достаточно просто выехать на сопку. Там солнечный день, а у нас туманный день. Но, тем не менее, наша передача сегодня, она для того, чтобы ваш день был бодрым и энергичным. Ну а прямо сейчас самые актуальные новости. Доброе утро! Расскажем актуальные новости к этому часу. Министерство здравоохранения планирует внести изменения в стандарт оказания медицинской помощи детям при ожирении. Изменения начнут действовать с 1 января следующего года. Ожидается, что будут добавлены хирургические методы лечения, продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. В Якутии Социальный фонд России передал 5 новых автомобилей «Лада Гранта» этого года выпуска гражданам, получившим производственные травмы. Машины приобретены за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Получение автомобиля возможно при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Кроме того, получатели имеют право на компенсацию расходов на капитальный ремонт автомобиля. В этом году обладателями новых автомобилей «Лада Гранта» стали 10 жителей нашей республики. Благодаря такому виду государственной поддержки многие северяне, которые получили производственные травмы, продолжают вести активный образ жизни. В период эксплуатации автомобиля отделение социального фонда по республике Саха-Якутия частично компенсирует расходы на топливо, техническое обслуживание, и также возвратит 50% стоимости полиса ОСАГО. И уверена, что новые автомобили будут настоящими помощниками в повседневных делах и позволят нашим владельцам быть мобильнее и увереннее в себе. Шаг в будущую профессию. Под таким названием состоялся 18-й республиканский форум молодых исследователей. Он включен в федеральный перечень мероприятий, направленных на интеллектуальное и творческое развитие обучающейся молодежи. На площадке Якутского сельскохозяйственного техникума 300 молодых исследователей представили свои проекты и интересные разработки. Конференция проводится по 8 сферам, которые касаются в том числе технических, медицинских, гуманитарных и сельскохозяйственных наук.
Очень себя хорошо показывает училище имени Тараса Десяткина. Это могу выделить из сельских районов. Это Мегино-Кангаласский район, Вилюйский район очень хорошо себя представляет. И начали подключаться в последнее время западные районы, Мирнинский, Ленинский район. Что-то уже очень отрадно. В Москве состоялся показ фильма «Мое русское устье». Он посвящен загадочному феномену – сохранению в самой северной части России старого русского языка, религии и культуры XVI века. Съемки проходили в Алаиховском Улусе. В центре сюжета герой, который приезжает на родину после 15 лет разлуки с семьей. Именно через него передаются изменения, которые произошли за это время и в селе, и с родными. Картина уже завоевала ряд наград на различных кинофестивалях. Так ленту отметили в Томске на фестивале «Золотой Витязь». В русском устье вот ощущение вот этого социального человеческого рая возникает от подлинности отношений. Вот этот суровый климат, он провоцирует в человеке лучшие человеческие качества, понимаете, а все дурное уходит. Человек с дурными качествами не выживает. И поэтому вот это ощущение подлинности и полноты проживания жизни в русском устье. Всем еще раз доброго утра. И сегодня мы подарим 2 билета на балет «Алиса в стране чудес» Государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Кононыча Сивцева-Сорону. Да, и, соответственно, ответы ваши принимаем в телеграм-канале, но вопрос там не будет продублирован, поэтому очень внимательно слушайте вопрос, который я сейчас озвучу. Итак, вопрос звучит следующим образом. Как звали птицу, которая Алиса встретила на берегу моря слез, речь которой была перегружена научными терминами? Кто первый ответит на этот достаточно легкий вопрос, получит 2 таких вот замечательных билета. Да, напоминаем, что пост уже опубликован, и под ним Да, можно под последним присмотреть. постом в Телеграме вы давайте свои ответы. Но сейчас мы переходим к другим новостям. В Якутии состоялась 2-я архитектурная премия ЭГЭ, которая прошла с целью выявления лучших реализованных проектов и вдохновения профессионалов на создание качественной среды. Премия отгремела ярко и феерично с выставкой, дорожкой, церемонией награждений. И сегодня у нас в гостях Ирина Маркина, организатор премии, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды «Лето Якутия», и Анна-Мария Степанова, обладатель гран-при премии и главный архитектор Намского улуса. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам подробности, как прошла премия, что было интересного. Ну, в первую очередь хотелось бы поблагодарить, что была оказана поддержка от республики, от правительства республики, от Фонда будущих поколений, что без этой поддержки бы у нас не получилось бы организовать эту премию. И главными организаторами являлись Управление архитектуры в лице Любовь Александровны Попок, Центра компетенций, который я возглавляю, Союз архитекторов, который в этом году отмечает 60-летие, а также это АИГ-коллектив и коммуникационное агентство «Тымтык». Вот благодаря работе наших организаторов, а также креативной команде нам получилось создать такое фееричное шоу, премию в области архитектуры и дизайна. Угу. Ну вот стоит отметить, что премия АИГ состояла не только из церемонии, но и деловой программы, которая прошла в квартале труда. Какие важные темы в сфере были затронуты на дискуссиях и кто был в числе экспертов и участников? Да, традиционно у нас премия не обходится без деловой программы. Деловая программа на этот раз была разделена по 5 блокам. Это блоки «Креатив», в котором мы обсуждали, скажем так, стратегии развития будущих территорий, обсуждали тренды жилищного строительства. У нас была встреча с поставщиками, которые как раз-таки обсудили новые решения, технологии в строительстве. Кроме того, блоки, это был блок «Креатив», у нас еще блок «Креатив» был, в котором обсудили, скажем так, будущее развитие территории 68-го квартала, всем известный, в котором будет находиться кинопавильон, объекты Межузовского кампуса, общественные пространства. Был интересный блок «Идентичность», вот, в котором Анна-Мария как раз была модератором. Обсудили смыслы, ради которых мы проектируем. Также был, скажем так, забыла слово. В общем,
Была интересная площадка также по коммуникациям, где мы как раз-таки обсуждали, как люди создают среду, как они ее наполняют, как они вдохновляются этим. И был мой блог, в котором мы как раз-таки обсудили, как развивать визионерское мышление. Вообще суть премии, скажем так, не в том, чтобы определить лучшие объекты, а в том, чтобы подчеркнуть, наверное, значимость и роль команды людей, которые создавали эти объекты, которые как раз-таки создают будущее, проектируют будущее, создают среду и наполняют ее. Получается, в каждом блоке были какие-то номинации, да, и свои победители. Да, но это деловая программа. По номинации у нас были отдельные блоки, о которых я далее расскажу. А также традиционно мы приглашаем экспертов с федерального уровня. Да, это, скажем так, ведущее архитектурное бюро. Хедлайнером нашего мероприятия вообще явился главный, скажем так, российская звезда архитектуры. Это мэтр современного зодчества деревянного. Это Татан Кузинбаев. С нами была Юлия Шишалова. Это главный редактор журнала «Проект Россия». Это были также ведущие архитектурное бюро «Новая земля» лицея Григория Соломина, руководитель IND Architects Амир Идиатуллин со своей командой образовательной платформы STEMS, которые стали также спонсорами нашей премии. Были также эксперты, представитель фонда Мельниченко, который как раз-таки занимается развитием городов. Также были выпускники, наши коллеги, архитекторы РФ, Лиза Сорокина, Артур Ларионов. Вот такие вот эксперты. Кроме того, еще в жюри они у нас выступали экспертами. У нас всего было 30 экспертов в жюри. А номинаций у нас было также по 5 блокам. В прошлый раз у нас было 10 номинаций, в этом году мы добавили еще 5 номинаций. А так как архитектура у нас премия не только архитектурная, но и в сфере дизайна. Ну вот Анна-Мария является одной из победительниц, да? Ваша команда одержала победу. Что значит для вас эта победа и на что вы направите, да, деньги гранта? Что ж, на самом деле победа на премии была супер неожиданной для нас. Мы действительно этого не ожидали. Скажем так, Господи, немножко, да. Вообще это как бы итог работы многолетнего рабочего процесса, который происходит у нас в районе. То есть, когда я в 2022 году стала главным архитектором Намского района, уже шла активная стройка. Наш глава сам является строителем, Юрий Иннокентьевич Слепцов очень требует качества реализуемых объектов и, конечно же, задает как бы планку всем, своей команде, подрядчикам. И, конечно же, от этого качество объектов сильно повысилось. Введено несколько крупных социальных объектов, очень много многоквартирных жилых домов. И, конечно же, уже начал создаваться новый архитектурный ансамбль в нескольких наших поселениях. И, собственно, я супер рада, что столько было объектов от нашего района представлено в нескольких номинациях. И про ваш объект, который одержал победу, что это будет? Гран-при мы планируем использовать для реализации одного нашего комплексного проекта «Место дружбы», которое будет находиться на территории 3 школ. Очень значимое социальное место для родителей, для учеников. И мы, собственно, планируем облагородить максимальное дворовое пространство, которое формирует целых 3 средних школы. Здорово. Спасибо большое. Ну, вообще надо отметить, что подобные вот премии, да, они очень... их видно, да, то есть потом уже жители, вот, допустим... Увидят результат. Да, мой дом, например, тоже попал под федеральную, например, программу, да, и просто красота. Теперь дети с других дворов приходят, чтобы поиграть на детской площадке в нашем дворе. И самое главное, это же Спасибо. глобальный обмен опытом. То есть, получается, эти проекты можно посмотреть, что-то, чем-то вдохновиться и потом создать что-то новое. Да, действительно, суть и вообще миссия нашей премии — это как раз-таки мы фиксируем сейчас лучшее, а вдохновляемся на будущее. И как раз-таки все те объекты, которые мы определили, которые стали лучшими, мы здесь как раз подчеркиваем значимость команды, во-первых, и, конечно же, создаем те ориентиры, на которые нужно стремиться.
Спасибо. Спасибо, очень интересно, очень красивые кадры. Я думаю, что многих будущих архитекторов, кто проходит обучение, это тоже вдохновит в следующем Мотивация. году, да, поучаствовать и попробовать свои силы. Ну, часто в создании архитектурных объектов учитываются исторические факты и события, чтобы напоминать будущим поколениям о тех или иных событиях или людях. Рубрика «Моя улица» перенесет нас в село Ой Хангаласского улуса, где мы узнаем историю одной улицы. Улица, на которой я живу, находится в селе Ой, в 7 километрах от города Покровска, административного центра Хангаласского района. Это одна из 22 улиц моего села, протяженность которой около 2,5 километров. В ней 123 дома. В 1995 году в одном из собраний администрации Немигюнского наслега в преддверии встречи 50-летия победы в Великой Отечественной войне по инициативе заместителя главы Руслана Афанасьевича Борисова ставится вопрос о переименовании улицы Юбилейная в улицу имени братьев Реевых. Многодетная семья из 6 мальчиков и 1 девочки жила дружно. Но вмешалась Великая Отечественная война. Братья начали уходить на фронт один за другим, дабы защитить свою родину. Все 5 братьев Реевых, выполнив свой долг перед родиной, благополучно вернулись домой. Иннокентий Романович Реев, Василий Романович Реев, Федот Романович Реев, Николай Романович Реев, Роман Романович Реев. Великая Отечественная война. Ее огненный шквал поглотил 126 прекрасных молодых жизней, выходцев из нашего села, оставив на полях сражений чьих-то любимых сыновей, отцов и братьев. Из Немигюнского наслега на фронт было призвано 246 человек. Тем удивительная история братьев Реевых, возвратившихся домой живыми из самого пекла войны. Мне очень нравится моя улица, и история ее происхождения тоже. Очень хочется верить, что благодаря моей улице будут увековечиваться имена наших героев. Вечная память сражавшимся и павшим в боях за Родину. Рустам Попов, Сардана Слепцова, село Ой, Хангаласский район. Я очень рада, что у нас появились такие молодые спикеры, которые сами углубляются в историю, делятся с нами интересными фактами. Это, по-моему, очень здорово. И это еще раз напоминает о том, что утро — это тоже семейное время, когда можно всей семьей посмотреть интересные для каждого рубрики, ну и обменяться мнением. Да, абсолютно согласен. Вот, давай, кстати, обменяемся. Давай представим, ну что можно представить? Ну вот зачем далеко уходить, правда, что? Давай представим, что если бы не было электрических лампочек, что бы мы сейчас делали? Ну, мне кажется, сейчас бы тогда наши зрители сидели в полной темноте, а смотрели бы на черный экран, потому что нас освещают электрические лампочки. Ну, оригинальный ответ, как всегда. Но 12 декабря отмечается одно из значимых событий в истории технологий. В этот день, в 1901 году, инженеры компании General Electric под руководством Уильяма Кулиджа впервые продемонстрировали долговечную и эффективную электрическую лампочку с вольфрамовой нитью накала. Нововведение значительно повысило срок службы ламп и сделало электрическое освещение более доступным для широкого круга потребителей, тем самым ускорив процесс электрификации общественных пространств и жилых помещений. Ну а какие еще важные события произошли сегодня, давайте узнаем в нашей рубрике. На календаре 12 декабря. День Конституции Российской Федерации. По народному календарю Парамон – зимоуказатель. На Руси зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное, быть декабрю ясным», подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры. Этот день в истории. 1817 год открылся Московский манеж. 1921 в Великобритании основана Ассоциация настольного тенниса. 1993 в ходе всенародного голосования принята Конституция Российской Федерации. 2012 начались торжества по случаю 850-летия собора Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари. В этот день родились Элвин Крэнслайн, американский легкоатлет, 4-кратный олимпийский чемпион; Фрэнк Синатра, американский певец и актер; Владимир Шаинский, советский и российский композитор, народный артист РСФСР; Чингис Айтматов, советский и киргизский писатель и государственный деятель; Виталий Соломин, советский и российский актер театра и кино, народный артист России;
Евдокия Горохова – государственный и общественный деятель, заслуженный работник народного хозяйства ЕАССР, отличник образования Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей и Федор. Ну вот, кстати, интересный факт. По результатам одного исследования было выяснено, что владельцы домашних животных совершали примерно на 15% меньше ежегодных визитов к врачу, чем те, у кого питомцев нет. Вот обязательно поделюсь своими домочадцами, а то они периодически на моих животных ворчат. Но на самом деле домашние животные — это полноценные члены семьи. Они нуждаются в нашем внимании, они, безусловно, дарят нам много позитива, положительных эмоций. Ну, что только рассказывать, особенно владельцам собак, когда ты приходишь домой, точно знаешь, что тебя кто-то там ждет, очень ждет, а еще очень всегда рад с тобой прогуляться. Но нужно относиться к ним с вниманием и к их здоровью, безусловно, тоже. Как выяснить на ранних стадиях симптомы болезни, узнаем в следующем сюжете. Утро в рубрике «Мой питомец». Сегодня мы поговорим о теме о первых симптомах болезни вашего домашнего питомца. Так как мы всегда думаем, что наши домашние питомцы ничем не болеют, но это же кошечка, это просто собачка, она не может болеть теми же заболеваниями, что и болеем мы. И чаще всего мы первые симптомы пускаем просто так на самотек. Кошечка срыгнула, кошечка не пописала, собачка там покакала, жидко. Мы думаем, как бы нормально, не покормим, все пройдет. Но на самом деле это первые симптомы очень серьезных заболеваний. Если кошечка у вас не писает, это уже симптомы мочекаменной болезни. Надо обязательно на это обращать внимание. Если у вас собачка рвет или у нее жидкий стул, это уже симптомы тоже серьезных заболеваний, таких как гастрит, панкреатит. Животные устроены так, что у них в природе они не должны показывать себя слабыми. И они всегда держатся до последнего. И мы уже узнаем, когда что-то не так, когда уже животное у нас просто лежит пластом, не кушает, не пьет. Только тогда мы начинаем бить тревогу. А тут уже все становится очень плохо, запущено, и неприятно потом будет лечение для вас и для вашего питомца. Поэтому всегда будьте внимательны, обращайте на все симптомы своих питомцев. Если у вас не попило сутки, это уже есть тревога. Если у вас не покушало сутки, если у вас даже просто срыгнуло шерстью, обязательно надо всегда обращать внимание. А потом, чтобы не запускать животное, не попрощаться с ним. А то бывают случаи, что люди думают, а мы его не покормим, а все пройдет, оно почистится и выздоровеет. А потом это все кончается очень плачевно. Поэтому всегда, когда мы заводим питомца, это наша ответственность, и к нему надо быть очень внимательным. Ну а продолжим мы нашу передачу темой квашеной капусты. Вообще она историю берет еще в 3 веке до нашей эры. Идет эта история с древнего Китая. Но, соответственно, именно там, когда строили Великую Китайскую стену, рабочие, конечно же, восполняли свои силы и поправляли здоровье именно этим продуктом. Ну а в нашей следующей рубрике мы узнаем один из интересных рецептов. Доброе утро! Сегодня я хочу показать, как я квашу капусту. Я стараюсь выбирать большую капусту. Из каких соображений? Когда большая капуста, влажность больше сохраняется. Нож должен быть тонкий и длинный, чтобы удобно было. Но самый основной принцип, я стараюсь помельче. И второе, так как я квашу мало, то режу руками. А квашеная капуста отличается от маринованной капусты. Я почему сейчас больше за квашение капусты? Потому что много говорят о ферментированных продуктах. Здесь выделяется свой уксус, который намного полезнее для микробиоты человека. Сейчас многие говорят и знают, что такое микробиота. Это правильные бактерии в кишечнике, которые повышают иммунитет. У меня 2 варианта сегодня приготовления капусты. Классический у меня уже приготовлен. И на килограмм капусты я ложу столовую ложку соли. И первый вариант, я кладу имбирь маринованный, в магазинах у нас продается. Здесь я ложу где-то приблизительно, где-то вот с такой чашечку, да. Имбирь у нас очень хорошим свойством обладает. Иммунитет повышает, противовоспалительным свойством. И второй вариант, я кладу гранат. Мы знаем, что обычно бруснику ложат, а я нынче решила положить гранат, потому что гранат очень хорошим свойствами обладает, у него очень много кладезь витаминов и очень хорошо при анемии. Здесь я кладу тоже где-то приблизительно на 1 килограмм вот чашечку такую. Соль мы положили, и обычно просто с солью мы хорошо размешиваем, чтобы с солью влага и жидкость вышла. Да? И сюда я положу морковь.
На 1 килограмм я ложу одну морковь, это такой среднего размера, достаточно. Самое главное сейчас хорошо набить вот так вот. Через день, через 2 дня, в зависимости, насколько тут сок будет выходить, да, будем дырки делать или размешивать, чтобы газ выходил. Вот, и на 3-й день мы смотрим. По идее, 3 дня достаточно. Все. И ложим или в пакетики, или в стеклянную посуду, и можем заморозить. Если зима начинается с Якутии, то в Санкт-Петербурге новогодняя сказка начинается витать в воздухе с фестиваля «Мир пряника», единственного в мире культурно-гастрономического события, посвященного прянику и региональным пряничным традициям. В этом году оно станет уже 9-м по счету. Всех посетителей ждут яркие эмоции, новые знакомства и впечатления. Ну а для романтичных натур «Мир пряника» станет местом теплых воспоминаний о детстве. Международный фестиваль «Мир пряника» – настоящее место притяжения всех сладкоежек, мечтателей и любителей кулинарии. Посетителей ждет необычное путешествие по сказочному царству, где герои и локации из любимых сказок созданы из ароматных пряников и глазури. Здесь можно увидеть избушку на курьих ножках или полетать на ступе Бабы-Яги, познакомиться с щелкунчиком, примерить волшебное пряничное платье и даже ощутить себя настоящей Алисой в стране чудес. Феерично, зрелищно, а самое главное, представлены очень много регионов нашей большой необъятной страны. Можно попробовать буквально каждый город на вкус. Петербурженка Елена Андреева посещает выставку ежегодно и рада, что она проходит в ее городе. Впечатление самое чудесное. Это не первый пряничный фестиваль, который я посещаю. Я каждый год хожу на «Мир пряника». И чудесно, что такое огромное событие, культурное, такого большого масштаба именно в Петербурге производится. Мне, как петербурженке, очень приятно. Я хочу сказать, что столько прекрасных людей, да, столько мастеров. Видно, что так богата Россия своей культурой, да, своим искусством. Столько ароматов, вкусных пряников. Легендарные городецкие, тульские пряники, имбирные, медовые, пряники с ягодным вареньем, орехами, сухофруктами, на топинамбуре, огуречном рассоле. Пряник из карамельного теста с эксклюзивной начинкой из клюквы и японской айвы. Карамельное тесто в себя включает и мед, и сахар, и основа это ржаная мука. Наш северо-запад, он всегда был связан больше с этой мукой и с этим зерном. И поэтому, я считаю, что традиционно можно делать такой вариант. Раньше, если использовали вместо пряностей, ароматику давал мед и травы, то сейчас больше идут пряности, которые восточные. И именно они дают такой неповторимый вкус, потому что у каждого мастера идет своя смесь, своя процентовка. По словам кондитера Ольги Ашвинцевой, процесс изготовления расписных изделий занимает немало времени. Вначале тесто делается, потом, пекется пряник, а потом разрисовывается. Разрисовывала я ее этапами, и, в принципе, около недели она у меня ушла на рисование этой картины. 9-й международный фестиваль объединил мастеров со всей России и из-за рубежа. Съедобные шедевры можно увидеть и попробовать в арт-пространстве «Гулливер» до 8 декабря. А сегодня у нас в гостях в студии участница 9-го международного фестиваля «Мир пряника», занявшая 3-е почетное место в номинации «Сказочный 3D-персонаж» Евдокия Шамаева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как ваши впечатления от участия? Ой, восторг. И одни положительные, и такие замечательные эмоции. Восторг и одни плюсы. Но у нас тоже был восторг, когда мы увидели, это получается именно это, да? Да, это полностью, этот экспонат выполнен из пряника и глазурь. Это наш чисхан. Потрясающе. Это наш чисхан, да. То есть надо смотреть еще, что она достаточно высокая работа и очень трудоемкая. То есть здесь разные цвета еще, по-моему. Да. Там глазурь выполнена в разной технике. Есть разная консистенция, пайпинг, заливочная глазурь и просто как сделать мелкие детали в виде контура. А как долго вы занимаетесь пряничным мастерством? Пряниками я начала заниматься уже 3 года, как начала.
Поступила я на обучение к Юлии Кутниковой, пряничный университет, и узнала об этом фестивале 2 года назад. Ну, ввиду того, что я работала, поэтому совмещать такое мероприятие как бы было сложно, поэтому решила только в этом году принять участие. Думала год назад просто посетить это зрелищное мероприятие, а в этом году созрела и решила участвовать в конкурсе пряничного искусства. Как долго... Поздравляем. Да, ну, поздравляем, это потрясающий результат. Как долго выбирали тематику? Да, в этом году тема была «Сказки народов России и мира». Поэтому я долго думала, выбирала, что же представить, так как я представляла республику. На этом фестивале еще ни разу не было у нас участников с нашей республики, поэтому мне надо было представить культуру народа Саха, и поэтому долго думала и как-то задумалась. Раз фестиваль проходит в начале зимы, раз у нас есть фестиваль прекрасный, как зима начинается с Якутии, и я решила, как повелитель холода будет представлять наш Чисхан. Мы еще видим у вас с собой дипломы. Да. Вот диплом в номинации в статусе мастер. Я принимала участие в номинации «Сказочный 3D-персонаж». 3-е место. Участников в моей номинации было 21 человек. Так что, серьезная конкуренция. Да, была многочисленная номинация. 1-е место, случайно, не тульские мастера? Известно, сразу говорят, когда пряник, это Тула. 2-е место заняла работа с названием «Лесные сказки», а 1-е место «Морозко». Здорово. Да, получилось, что в нашей номинации 2 Деда Мороза. Да, такая тематика, это очень Ну, символично. Вы еще приняли же участие в проекте пряничного университета Юлии Кутниковой, «Алиса в стране чудес», «Безумное чаепитие», где сделали кэнди-бар, тоже достаточно сложный, я так понимаю. Да, вот диплом от нашего пряничного университета. Я эту работу по подготовке кэнди-бара для «Алисы в стране чудес. Безумное чаепитие» готовила весь октябрь. Я делала тоже 3D, капкейки, пончики делала. Они получились такие реалистичные. Все думали, что это настоящие, а на самом деле это были они из пряника сделаны. Были капкейки, пряники и леденцы на ножке были. Но мы вас поздравляем еще раз, пользуясь случаем. И такой вопрос, да, наверное, волнует всех телезрителей. В Новый год будете съедать вашу работу? Ну нет, конечно, как я такое... Это уже как произведение искусства же, как скульптура. Конечно, многие вот иногда заказывают пряники, да, а потом сидят и думают, ну как же я съем такой шедевр? Я поставлю его в шкаф. Нет, это потрясающая работа, и когда смотришь, это настоящая скульптура. Мы вас поздравляем с таким результатом, желаем дальнейших успехов, принимайте активное участие и продолжайте представлять так достойно нашу республику. Спасибо. Но чтобы выбрать дело всей жизни, нужно руководствоваться именно любовью к профессии. Так, на примере многих выдающихся профессионалов мы можем увидеть, что именно неудержимая страсть к своему делу позволяет достичь небывалых высот. И сегодня мы расскажем еще об одной интересной профессии – тренер по фигурному катанию. В фигурное катание меня привели с открытием у нас в Якутске Ледового дворца. Это был 96-й год. Сразу же с первых дней открытия я встала на этот лед, тренировалась до 13 лет, потом уже с 17 лет стала тренировать. То есть одновременно получала образование, уже приступила к тренерской работе, и вот с тех пор уже много-много лет я тренирую. Тренер по фигурному катанию – это в первую очередь фанат. То есть если ты не фанатеешь своим видом деятельности, да,
ничего, наверное, не получится. Потому что, конечно, это у нас тренировки и в 7 утра, это и до 11:30 ночи мы бываем, это постоянные сборы, постоянные командировки, то есть отрыв от семьи очень часто, то есть встает такой вопрос, что часто приходится быть где-то далеко от семьи, поэтому это, и работа с детьми, это всегда сложно, то есть каждый ребенок, он индивидуален, каждому нужно найти свой подход, это работа не с компьютером, не с техникой с какой-то, это живой человек, поэтому, фанат. График работы абсолютно не нормированный, то есть у нас есть тренировки с 7 утра, сейчас построили новый ледовый дворец, здесь мы работаем с 11 где-то до 4 вечера, потом мы едем в волейбол-тур, там тренировочки у нас с 7 вечера, и часто бывает до 11. Гордимся мы, конечно, каждым нашим воспитанником. Есть ребята, которые уезжают из Якутии, из Якутска, в частности, в каком-то определенном возрасте, переезжают в центральные города ради того, чтобы продолжить карьеру. Такими мы особенно гордимся. Почему? Потому что у нас до определенного уровня развиваться можно. То есть, примерно, наверное, до 2-го спортивного разряда. Дальше нужны, конечно, совсем другие условия, больше льда, чего у нас очень не хватает. Поэтому многие детки, даже скорее не детки, родители решаются на такой серьезный шаг. Мы с удовольствием следим за их дальнейшей карьерой. Очень радуемся их успехам в центральных городах. Какие сегодня стоят планы, задачи у Федерации фигурного катания нашей республики? Планы и задачи у нас всегда одни – воспитать достойных деток, достойных спортсменов, чтобы представлять достойно наш регион на всех официальных стартах. Поэтому мы всегда стараемся работать на результат, чтобы у наших деток были хорошие результаты. Да, кажется, даже я промелькнул в этом сюжете. Но уже чувствуется приближение Нового года. Это не только новогодние елки, украшения, атрибуты, появляющиеся на улицах наших населенных пунктов, но и кинопремьеры. Киноафиша спешит познакомить вас с ними. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Пап, смотри, это магический посох. Ник Свинира! «Снежная королева», «Дед Мороз», «Баба Яга» и другие сказочные герои на большом экране в комедийном фэнтези для всей семьи «Баба Яга спасает Новый год». Этот дворец может быть твоим. Сюжет строится на противостоянии Снежной королевы и Деда Мороза, которые когда-то были друзьями и вместе постигали магию холода. Но их пути разошлись. Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, и волшебник заточил ее в ледяную тюрьму. На этом бы все и закончилось, но однажды современный школьник Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной королевы и невольно освобождает ее. Колдунья решает отомстить заклятому другу, а заодно и заморозить весь мир в канун Нового года. Чтобы помешать ее козням, Деду Морозу понадобится помощь Бабы Яги и других сказочных персонажей. Ты совсем не изменилась, все такая же красавица. В одном маленьком городе котенок Коржик, его братик Компот, их сестренка Карамелька, а еще их мама, папа и дедушка собрались все вместе отправиться в далекую Северландию. Новая полнометражная анимационная история расскажет о зимних приключениях Коржика, Карамельки и Компота. Котята мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Но неожиданно им приходится спасать нового друга, леденца и его родителей, представителей народа древних котов, живших на планете миллионы лет назад. И теперь Новый год получается даже лучше, чем ожидали котята. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. «Три кота. Зимние каникулы». Только в кино с 12 декабря.
Ну а сейчас подошло время подвести итоги нашего вопроса в телеграм-канале. 2 билета в подарок, соответственно, на балет «Алиса в стране чудес» на 14 декабря сейчас достанутся нашей победительнице. Да, немножко приоткрою завесу тайны. Вопрос был следующим. Как звали птицу, которую Алиса встретила на берегу моря слез, речь которой была перегружена научными терминами? И правильный ответ у нас «Додо». А ответила на нее? Да, ответила Виктория. Мы вас с Викторией поздравляем, с вами свяжутся, чтобы вы получили билеты. И у вас теперь есть планы сходить в театр. Ну а сейчас снова мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Мы продолжим рассказывать о самых заметных событиях этого утра. 57% опрошенных россиян поставят искусственную елку к Новому году. Большинство опрошенных россиян ставят елку на Новый год. Время от времени это делают 16% респондентов, а 4% украшают дом еловыми ветками. Еще 21% участников опроса никогда не ставят такое хвойное дерево дома. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков кошелька YouMoney совместно с аналитическим ресурсом Check-Index. В Якутии продолжается благотворительная акция «Елка добра». Каждый желающий может стать новогодним волшебником и исполнить желание ребенка, выбрав открытку с его именем на елке добра и купив праздничный подарок. В этом году акция проводится для более чем 2000 воспитанников из детских домов, коррекционных школ и школ-интернатов в столице. Принять участие и подарить ребенку новогоднее чудо можно до 28 декабря. Она традиционно привлекает внимание жителей, которые оказывают добро нашим деткам. Мы должны помочь, чтобы они почувствовали волшебство. И вот мы выступаем в роли Дедов Морозов, Снегурочек. Думаю, что они, когда повзрослеют, тоже вспомнят про эти подарки. И, возможно, тоже будут сами для кого-то Дедом Морозом и Снегурочкой. Жвачка, арахис и карамель под запретом. По традиции перед Новым годом Роспотребнадзор Якутии напомнил о том, как правильно выбрать сладкий подарок. Главной опасностью может являться аллергия. Если человек не уверен, на что именно у ребенка аллергия, то орехи лучше вовсе исключить. В идеале в состав сладостей также не должны входить усилители вкуса, ароматы и консерванты. Рекомендуется избегать гидрогенизированных масел, жиров и ароматизаторов. Отдавать свое предпочтение специалисты рекомендуют натуральному шоколаду и зефиру, а также пастиле и галетам. Бывает так, что покупатели приобретают и сами комплектуют подарок. Да? В этом случае при приобретении из основной массы необходимо смотреть вот ту же информацию и сроки годности обязательно, которые чтобы соблюдались. В субботу в Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдет вечер профессионального бокса «Вызов Севера». В ринг выйдут 7 пар спортсменов из Якутии, Филиппин, Узбекистана, Танзании и Зимбабве. Одним из главных боев вечера станет встреча Василия Егорова с представителем филиппинской школы бокса Джеваном Велласайд. Для Василия выступление на «Вызове Севера» станет последним поединком в профессиональной карьере. После этого боя Василий Егоров официально уходит из большого спорта. Я объявил буквально вот на этой неделе, что это будет мой завершающий поединок, завершающий бой. Ну, смысл боя прост. Я начинал из Якутии, первые шаги, первые победы. И хочу последний заключительный бой сделать именно здесь, в Якутии, в городе Якутске, перед своими земляками. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфире. 13 декабря в Доме дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского пройдет 3-й республиканский этномедиафорум, в рамках которого в Якутске пройдет творческий проект оргкомитета фестиваля «Табык». Это будет концерт «Табык. Новый шаг». На одной сцене соберутся как легенды, так и молодые исполнители, которые заставят вас вспомнить, что значит настоящий рок. Музыка, которая заставляет кипеть кровь, а сердца стучать в такт мощных рифов. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Васильев, один из основателей фестиваля «Табык», и Кирилл Третьяков, руководитель Дома музыкантов. Доброе утро. Доброе утро.
Ну, в рамках этномедиафорума пройдет также медиа-встреча «Табык. История легенды». Последний раз фестиваль проводился достаточно давно, в 2015 году, и вновь после такой долгой паузы он возвращается. Это здорово. Расскажите про историю фестиваля. Так, ну, история достаточно богатая история. За это время набралось, конечно. Первый фестиваль проходил в 90-м году. Это, как вы знаете, время переломное было время. И наши группы Сергей, Чолбон начали выезжать в европейскую часть России, за границу Якутии. И, значит, в 90-м году мы решили расширить свои границы, решили создать фестиваль. Сначала, значит, всеякутский, всесоюзный, и выйти на международный. Потом, значит, фестиваль стал международным фестивалем. Нет, это здорово. И, да, конечно же, тут то, что фестиваль столько времени, с 90-х по 2015 год существовал, работал. Тут, конечно, заслуга прежде всего организаторов во главе с Антонидой Корякиной, которая собрала вокруг себя, после нас, когда мы уже ушли, собрала вокруг себя молодых творческих ребят, которые вот столько времени работали. Почти 25 лет. Это очень много. Если мы посмотрим вот российские или другие фестивали, там же 1, 2, 3 фестиваля, и все, значит, глушится. А тут почти четверть века. И вот в этом году вот молодые ребята во главе с Кириллом Третьяковым решили воссоздать, можно так сказать, продолжить фестиваль «Табык», что очень радует. Да, и надо отметить, что действительно вот движение, да, рок-движение в нашем городе, в республике, оно живет. Я вот сам был буквально недавно на одном из фестивалей, просто был удивлен, как много новых, интересных вообще исполнителей. И вот, Кирилл, кто примет участие в концертной программе «Табык. Новый шаг» и каким вообще вы видите будущее якутского рока? Ну, это концерт, трехчасовой концерт, не трехдневный фестиваль, как это было ранее. И в нем примут участие Аскалон Павлов, Омсура, Легентей из таких популярных исполнителей больших имен. Это наши очень крутые группы Кутурар, Elements of Dust, ребята, которые в тур по 20-30 городам разных стран ездили, и молодые исполнители. Вот. Ну, сейчас действительно якутский рок проживает 4-ю волну развития. Есть потенциал, возможно, даже стать 3-м феноменом Якутии. Ну, надо много работать, но это возможно. И ну, вот этот «Табык», да, он называется «Новый шаг». Почему? Потому что мы чуть-чуть расширили как бы не только рок, но еще и популярные исполнители тоже пришли, да, с живой музыкой. И вообще вот я наблюдаю такую тенденцию, что концерты сейчас, да, популярных исполнителей, они уже с живой музыкой, да, становятся, потому что благодаря таким людям, как Александр Борисов, Ренат Максутов, да, вот у нас звукорежиссура сейчас растет, качество звука на концертах лучше, появляется какое-то оборудование, и в целом я думаю, что мы готовы к тому, чтобы живая музыка, она была везде, и даже в улусы нужно выезжать почаще, да, и, ну, и вот расширять географию, не приглашать, ну и приглашать сюда музыкантов, и самим выезжать туда, потому что, ну, парни активно ездят, и это все возможно. У нас уже появляются друзья. Недавно приезжали с фестиваля Playtime в Монголии. Организаторы — это крупный фестиваль в Монголии, в Улан-Баторе там 50 тысяч человек. Мы с ними очень хорошо подружились, и сейчас можно сделать какие-то такие вот сеть дружественную, чтобы ездить на фестивале. Поэтому «Табык. Новый шаг» — это опять-таки про расширение границ, на мой взгляд. Ну а какое значение фестиваль он имеет для поддержания и развития культурной идентичности? Ну, это, наверное, вам обоим, да? Да.
Музыка это является неотъемлемой, значит, частью культуры любого народа. Ну, вот как Кирилл сказал, сейчас начинается новый подъем. Ну, как мы все знаем, все развитие всегда идет по синусоиде. Вот как раз, как я уже сказал, 90-е годы был подъем. Кстати, до этого был, значит, были гастроли Сахатеатра. Сахатеатр по всему Союзу тоже гремел, получал золотые маски. И музыка вот в 90-е годы, как наша группа Чолбон вышла не только на всесоюзную, но и международную сцену. Ну и сейчас вот молодые ребята очень грамотно показывают, делают музыку. Вот, например, группа Ордо, очень там профессионалы играют высокого класса. Поэтому, я думаю, музыка, якутская музыка будет, значит, развиваться на фоне этого большого подъема. Ну, действительно, мы желаем вам успехов, удачи, развития. Я думаю, что для многих эта информация стала очень полезной и интересной, потому что это, правда, что-то давно забытое старое, но и в то же время абсолютно новое для нас. Ну, а мы до новых встреч, друзья. До завтра.